Или доверенное лицо может. О себе пусть скажет два слова. Присядьте, присядьте. Ну, о себе просто вкратце, а потом уже доверенное лицо. Зачем? Это все подготовлено, мы вместе, чтобы жена работали над этим текстом. Да, давайте я прочитаю. Я согласна, что Хорошо. Что тогда себе говорить? Париж Следующее. Нет, не надо совсем прочитать. Давай, читай. Все, Мы да. вместе работали над этим. Не доверяешь? Не будь сама себе хвалиться. Характеристика рекомендаций кандидата в руководителя Московской региональной национальной культурной автономии. Москваева, все ее знаем, это поэт, журналист, композитор, переводчик, видный общественный деятель, подлинный энтузиаст, пропагандист идей дружбы и идей взаимопонимания между народами на всем постсоветском пространстве. Турсунай Оразбаева является лауреатом международных премий имени Фадеева и премии Алаши, казахстанской и российской премии имени Тинтия Адышевой, Кыргызстан, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, кавалер ордена Курмет, почет Республики Казахстан, лауреат Всероссийского конкурса имени Лермонтова, награждена медалью Лермонтова, около 8 лет являлась вице-президентом Конгресса национальных объединений России. Турсунай Оразбаева родилась в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области в ауле Кайнар-Булак. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета, высшие литературные курсы Московского литературного института имени Горького. Работала заведующей литературным отделом областного казахского драматического театра имени Шанина. В 1970-80-х годах работала на областном радио, корреспондентом газеты «Оңтүстік Казахстан», Южный Казахстан. С 80-го года редактор литературно-драматических программ казахского радио. С 1997 года Турсунай работает секретарем исполкома Международного сообщества писательских союзов МСПС по литературам стран Центральной Азии и Казахстана. Международное сообщество писательских союзов находится в Москве. Турсунай Оразбаева – лауреат крупнейших литературных мероприятий в рамках Советского Союза и современной России и Казахстана. Лауреат 7-го Всесоюзного фестиваля молодых писателей в 1975 году. Победитель 2-го республиканского поэтического конкурса. Турсунай также награждена почетными грамотами и медалями президента Республики Казахстан Назарбаева к 10-летию и 20-летию независимости Республики Казахстан. Мы, как инициативная группа, полностью поддерживаем и хотим информировать самую широкую общественность, которая, кстати, и так хорошо осведомлена о деятельности Турсунай, что Турсунай является блестящим организатором многих значимых мероприятий, лежащих в рамках сотрудничества между казахской диаспорой города Москвы с представителями правительства Москвы, Государственной Думы Российской Федерации, Всесоюзного Всероссийского комитета ветеранов войны, Союза писателей и других государственных и общественных организаций. Это такие мероприятия, как «Москва в кругу друзей», «Пушкин и Абаев», «Казахстан в творчестве поэтов России», «Дорогой дружбы», «Если не мы», мероприятия к Дню Победы в Великой Отечественной войне, «Помним, чтим, гордимся» и многих других, а также многочисленные литературные вечера. В марте 2013 года в концертном зале Федерации мира и согласия при поддержке посольства Республики Казахстан Российской Федерации состоялся творческий вечер Турсунай Оразбаевой под девизом «Гимн дружбы». Вечер «Гимн дружбы» является уникальным событием на пути укрепления дружественных отношений между народами многонациональной России, так как представители различных диаспор являлись участниками этого мероприятия. Также в мероприятии приняли участие друзья, коллеги Турсунай, известные российские писатели и поэты. В своих выступлениях, в стихах и прозе они нарисовали привлекательный, яркий образ талантливого, неравнодушного человека, который одинаково прекрасен в стихах, музыке и в общественной деятельности. Турсунай Оразбаева – одна из организаторов московских юбилейных мероприятий, посвященных Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. 18 февраля 2011 года в Центральном доме литераторов состоялся вечер памяти Бауыржана Момышулы. Ранее, в 2000 году, в Доме журналиста Турсунай организовала вечер памяти Момышулы, посвященный 90-летию со дня его рождения. Под руководством Турсунай Оразбаевой были успешно на высоком уровне организованы и проведены такие значимые для казахской диаспоры Москвы юбилейные мероприятия, как 100-летие со дня Каныша Сатпаева, ежегодные абаевские чтения, 80-летие Жубана Мулдагалиева, 80-летие Ануара Алимжанова, 100-летний юбилей Сабита Муканова при участии и поддержке посольства Казахстана в Российской Федерации.
Турсунай является автором-составителем в коллективе авторов вместе с президентом некоммерческой организации Фонда памяти бывших советских воинов Восточной Пруссии «Память» Гузифой Смирновой и сотрудником научно-исследовательского центра Баужан-Тану города Тараза Тимханом книги о Баужане Мамушевы, в которой собраны архивные, ранее не публиковавшиеся документы, дневниковые записи Баужана Мамушевы, эссе, фотографии военных лет. С участием Турсунай книга была представлена читателям в Москве, городах России и Казахстана. Также Уразбаева является автором-составителем книги «Песни Великой Степи», в состав которой вошли произведения казахского народного эпоса, легенды и песни. Как поэт и общественный деятель, Турсунай широко выступает в российской и казахстанской прессе по актуальным вопросам общественно-политической жизни. В частности, Турсунай приняла участие в дискуссии на канале НГТРК «Мир» в программе «Слово за слово» с участием политика Митрофанова, военного историка Исаева, профессора Института мировых цивилизаций Чубайса, сенатора парламента Казахстана Гани Касымова. Яркое, уникальное поэтическое дарование Турсунай Уразбаевой сделало ее желанным гостем и участником значимых литературных мероприятий, проводимых в России и Казахстане, Международного фестиваля поэзии «Благодать Большого Снега» в Республике Саха-Якутия, 13-го Международного фестиваля поэзии, прошедшего в 2013 году в городе Варшава, Республике Польша под эгидой ЮНЕСКО. Турсунай Уразбаева, участница конференции «Круглых столов» на тему «Современная национальная поэзия. Философское измерение». Наша группа поддержки кандидата Турсунай Уразбаевой хотела бы еще добавить от себя, я озвучу это мнение общее нашего коллектива, о том, что в современной политической обстановке в городе Москве, а также в российской ситуации, в целом, которую мы знаем, характеризуется сложностями многонационального сосуществования народов, межнациональных конфликтов, и в свете последних слов президента Путина об ответственности диаспор за межнациональные отношения в регионах, мы считаем, что Турсунай в этом вопросе нет равных, чтобы выступить открыто, честно, грамотно, справедливо, на высоком уровне. Она может представлять наши интересы, наши чаяния, наши желания на самом высоком уровне. Спасибо. Вопросы есть? Да. У вас вопросы? Вот я хочу тоже сказать. Добавить. Мы знаем, это готовый председатель. Зачем нам вытаскивать в мечети Марата, тащить его, он будет бежать сюда, а потом обратно бежать. Она среди нас, мы ее видим, мы ее знаем. Твой голос, я за нее. Все прозрачно. Прошу. Спрашивал, все, спасибо, мы вас выслушали. Я понял. Голос, голос. Вопрос. Записать. Если вы подойдете немножко, подскажете, писать. Вопросы есть в кандидатуре? Вопросы? Нет, сейчас, минуту. Вопросы есть к Турсунай Уразбаевой, кандидату? Наверное, нет. Я хочу напомнить по кандидатурам Марата Ашабаева. Мы хорошо знаем и Турсунай Уразбаеву, и Марата Ашабаева. Это очень уважаемые люди, то есть их авторитет переоценить нельзя. Но при всем этом мне хочется задать всем присутствующим вот такой вопрос. А насколько мы можем позволить поставить человека сведущего, человека религиозного, человека, который, скажем, стоит на службе религии, да, на вот такую светскую деятельность, где профессия, то есть деятельность председателя предполагает все, что мы сейчас вот как раз наблюдаем, склоки, сплетни, разговоры и все остальное прочее, вытекающее отсюда. Поэтому я вот хочу еще раз вас всех попросить, пожалуйста, вы себе скажите, а можем ли мы так подвести уважаемого нами Марата Ашабаева? Можем ли мы поставить его вот как вот, знаете, барьеру и расстрелять этого человека тем, что мы силу своего воспитания, он может быть... Остановитесь, пожалуйста. Мы про Марата Ашабаева закончили, да? И насчет вот этого вопроса, насколько духовный человек может это, да? В этом уже вопрос задавали, и Жанна это ответила. Сейчас вопросы на... Теперь у меня, это был небольшой выступление, теперь у меня вопрос Турсунай. Турсунай, мы знаем,
без того, что нам сейчас было зачитано, то есть вот деятельность, активная позиция жизненная, мы это все знаем, мы хорошо знаем, участвуем во всех мероприятиях, которые мы проводим, и рады, что есть в Москве, в столице, человек, который нас как-то собирает, объединяет, то есть те цели, которые мы хотели видеть в этом человеке, да, которого мы сегодня хотим оставить. Вопросы? Поэтому, Турсунай, будешь ли, можно я на ты, будешь ли ты, будучи председателем, объединять, соединять и вести нас так, чтобы мы не расходились по своим вот этим, как вот предыдущие, так скажем, Жамалов и все остальные вот эти лица, которым мы также доверили, отдали свои голоса, тем не менее мы вот это не увидели. Поэтому вот такой вопрос у нас в дальнейшем. Это мое святое желание. Все казахи общались, были как один кулак, дружно, в единстве жить и продолжать пропагандировать нашу культуру. И традиции. Мне очень, знаете... Нет, сейчас минуту. Ответ, вопрос. Да, Ну, потом мы дадим вам потом слово. Да. Да. Еще вопросы есть? Вопросы к кандидатуре? Да все, Нет? Вопросов Марат уже все. Да. Уже и вместе. Вопрос нет. Вот теперь есть предложение перейти к прениям сторон, да? Давайте вот с кого начнем? С Марата Ашибаева, да? Кто хочет выступить за, кто хочет? По-моему, первая кандидатура была. Мы идем по протоколу. Первое обсуждение было его. Сразу по времени можно? Да. По день мы сразу... Надо еще. Былай. По Марату... Я предлагаю, по Марату Ашибаеву закончили? Прения есть? Да, есть. По Марату Ашибаеву, да. Здесь вот человек охарактеризовали, несмотря на меня вообще шокировало выступления, вот эти вот разговоры, прочее, потому не ожидал, что в таком кругу возможно вот такого рода разговоры действительно является там элемент есть этого и так далее. Значит, этот человек здесь отсутствует, плохо о нем мы говорить не можем, его характеризуют положительно, дела всякие положительные, все прочее. Но я хочу сказать вот о чем. Что, дорогие друзья, у нас же есть еще и совет, поэтому мы можем, так сказать, Марат, совет, понимаете? Совершенно совет. В совете как раз те вопросы, где он силен и так далее, что он будет в этих вопросах помогать и так. Это первое. Ну и в свете последних, вот, так сказать, вообще мы должны как-то сообразиться и соотноситься, так сказать, с тем, что делается вокруг здесь, в России и прочее. Зачем все это в эту общественную организацию выдвигать руководителем, значит, человека, так сказать, который занимается религиозными делами. В совете он у нас будет, а вот руководителем, так сказать, есть человек светского уклада, человек культуры высокой, много о ней сказано, я буду повторяться. Вот поэтому у меня такое, значит, предложение. Марат не исключать никак, а ввести его в совет. Вот. Пока он еще кандидат. Кандидат еще. Кандидат еще. Все, мы вас слышали. Да.